Усім прывітанне, гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі», Маша Колеснікова пры мікрафоне. Сёння мае госці гэта праект YouHead, Артём Ставер і Альберт Літвін. Яму дапамагае. Прывітанне. Добрый день. Сёння мы слухаем трекі, якія ўвойдуць у будучы альбом праекту. Увогуле распавядзіце і пра праект, таму што я думаю, што нашы слухачы не вельмі такія усведамлёныя, што ж там адбываецца, так, і што будзе за альбом. Я паглядзела, што ў 2019 годзе у вас выйшла некалькі трэкаў. Да. У меня вышла одна песня, наверное, в прошлом году. Здаецца, дзве. Там два треки, «Неон» и еще один. Я ремикс сделал, да. На одну замечательную группу Baphomet Crew. Сейчас они называются Hex Editor. Вот, замечательные ребята. Они играют на синтезаторах. Лайвом очень хорошие вещи делают. Да, проект. Это мой второй проект. Вот. Первый с ним как-то особо не заладилось. Вот. И я решил сделать второй с вокалом, потому что изначально я не собирался петь. То есть это были просто, музыка просто, инструментальная какая-то, синтезаторами, естественно. Вот я фанат синтезаторов. Вот, и я решил, да, сделать новый проект, там, где я буду больше петь, и начал делать альбом, вот уже 4 года его делаю. Скоро меня, наверное, в связи с этим побьют где-нибудь кто-нибудь. Вот так вот как-то. Да. Альбом будет называться «Интермедиа». Вот он про человека, который находится где-то вот в гуще вот этих всех постсоветских событий, которые, как мне кажется, затронули большую часть детей, которые росли в постсоветском пространстве, в духе, там, начиная от родителей, которые там всегда там шапочку надень, пожалуйста, то есть не забудь, сделай именно так, как я хочу. То есть, какая-то такая история, связанная с тем, что родители выращивают в детях свои копии с тем посылом, чтобы они предотвратили сразу все ошибки, то есть полностью обезличивая ребенка. Мне падаецца, што мы яшчэ і дагэтуль жывем у гэтай савецкай прасторы, да, і нашыя бацькі, якія ўсё адно недзе засталіся жыць там, у той прасторы дагэтуль, напрыклад, мне мама можа пазваніць і сказаць: «Апрані шапку». Да. Серьезно. Классика. Да, так и есть, но это не значит, что это хорошо. Натуральна. І больш за того, што я мушу таксама свайму дзіцёнку гаварыць: «Апрані шапку», але я гэтага не раблю, і мама моя вельмі зліцца на мяне. Добра, што робіць у вашем проекте Альберт? Альберт – это очень важная часть проекта. Он играет на гитаре на лайвах. Я наряжаюсь, играю на гитаре и поддерживаю Артема эмоционально. На самом деле Альберт очень сильно мне помогает во всем. Вот, у нас есть совместная студия, и мы вместе трудимся над музыкой. Слухай, ты вот кажаш, што з першым праектам у цябе не заладзілася, да. Так? Але як можа не заладзіцца з праектам, калі ты ўсё адно як бы робіш яго сам? То бок у цябе не заладзілася з сабой, атрымліваецца. Получается так. Но мне на самом деле тут даже нечего добавить. Як ты себе перамог? Я покинул среду, в которой мне было некомфортно. Вот. Имеется в виду армия. Ты был в армии? Да, 7 лет и 8 месяцев я служил. Получается, контракт у меня был на 10, я не дослужил этот контракт. То есть я поступил, учился на военного журналиста. Потом выпустился, и там 2 года и 7 месяцев еще отработал в части. Гэта ўвогуле нейкая фантастыка. Ты, армія і Альберт. Да. То бок зараз с Альбертом тебе комфортнее значно. Да, однозначно, конечно. А я поражаюсь тому, как Артем смог сохраниться за почти 8 лет в армии таким, какой он есть. Ну, гэта сапраўды. Людзі, з якімі ты раней служыў, яны ходзяць на твои концерты? Нет. Один раз было такое, да. І якое было ўражанне ў іх і ў цябе пасля таго, як яны просто в отношении остальных моих коллег там был довольно прогрессивный человек. То есть он слушает хорошую музыку, он разбирается там в чем-то, читает книги. То есть он пришел, сказал, что ему понравилось, все хорошо. Как-то так. Ніколі не было жадання злазіць канцэрт у тым месцы, дзе ты працаваў? Нет. Нет, думаешь, не прокатило бы? Прокатило бы? Я служил в Новогрудке, были моменты, когда меня пытались затянуть на День города, чтобы я прям вот на площади Новогрудской выступал. Но, во-первых, от моих песен, скорее всего, там у всех бы началась депрессия довольно быстро. Вот это первый момент. Второй, я был бы, очень, мне кажется, неорганично смотрелся бы там во всем этом замечательном действии.
То бок твае калегі яны ведалі пра тое, што ты робіш такую музыку. Да. І табе атрымлівалася ў арміі яе рабіць таксама? Более того, я еще мероприятие организовывал из армии. Это было очень сложно. Я помню, однажды я пытался сделать... Я делал мероприятие, у моего одного знакомого из Санкт-Петербурга вышел документальный фильм про героев советской войны Уэйва. Это мое первое самое мероприятие, которое я делал. Я его как-то вот умудрился сделать за 2 недели из Новогрудка. Вот. И потом приехать в Минск, там это в ныне покойном клубе ДК, который, ну, сейчас он уже не существует, но Фабрициус он был. Вот. И мы там делали это мероприятие, там был показ фильма, потом 4 лайв-музыканта. Как-то получалось, но это было очень сложно, потому что там, ну, не до сна явно было тогда. Получилось классно. Да, Альберт там был. Мы еще не были знакомы так тесно, Ну, как сейчас. мы были знакомы. Ну, да. Косвенно. В смысле, мы не общались близко. Да. Вот, а потом мы просто стали вместе организовывать Skip Minsk Weird ивенты и вот студию вместе делаем. Ну, в общем, мы должны были встретиться рано или поздно. Да, я тоже так считаю. Класна, давайте тады вернемся да музыкі і зараз яе паслухаем. Што гэта будзе? Треки, которые мы будем играть, это первый это будет интро к альбому, вот, который должен, по идее, как-то погрузить человека в то, что он будет слушать позже. А второй «Веселее веселись». Там, в общем, такая довольно заурядная история, которая случается со всеми интровертами, у которых друзья, наоборот, экстраверты, которые тащат их на вечеринки и говорят: парень, ты должен здесь со мной быть, и прямо вот здесь ты должен со мной веселее веселиться, иначе мне будет без тебя грустно. Вот. А парень, ну или там девушка, неважно кто, очень, ну, не настроен веселиться. Как-то так. Мое субъективное мнение, что этот трек про... Да, глубже, просто я конкретно сюжетную линию описал. В общем, мое мнение, что этот трек, этот текст про victim blaming, когда людей, которым нужна помощь, наоборот, обвиняют в том, что они сами виноваты в своих проблемах, и что они слабаки и тряпки, и должны сами все решить. Что-то в этом роде. Окей. Артем сказал, что это не противоречит. Это не противоречит. Вообще, ну, ты можешь что хочешь там выуживать. Я тоже за то, чтобы каждый находил свой смысл и вдохновлялся. Да. Круто, послухаем. Каждый вечер перед сном в голове шумят далеко пары мертвых лебедей, 5 невыросших детей, цари бобы между ней, черный человек. Все, что надо, ждать сон, но не надо спать. Все, что надо, ждать сон, но не надо спать. Все, что надо, ждать.
тебя, без тебя. Веселее веселись. Веселее веселись. Робко спрячь свои глаза. Им всем скучно без тебя. Только не бросай друзей. Им не станет веселей, веселей. Веселее веселись. Веселее веселись. Гэта музычная рубрика такога вы не чулі, і сёння нашыя госці гэта праект You Head, Артём Ставер і Альберт Літвін. Слухайце, ну увогуле, што прыносіць ваша музыка ў агульны кантэкст беларускай музыкі? Ці можна ўвогуле гэты кантэкст нейкім чынам там разнастаіць, так? Ну, я об этом на самом деле не особо думаю. Вот, то есть, ну, определенно что-то приносит. Потому что, ну, на мой вкус, я стараюсь говорить о тех проблемах, которые меня волнуют, и большую часть моих знакомых тоже волнует, там, в духе буллинг или что-либо в этом духе. Вот, поэтому, ну, однозначно у нас есть месседж какой-то, и точно что-то приносит. Но в контексте я не могу, наверное, судить. А ты, Альберт, что думаешь? Я думаю, что, ну, именно поэтому это одна из причин, по которой я присоединился к проекту Артема, потому что у нас есть разрозненные такие кусочки, то есть у нас есть какой-то крепкий кусок белорусского творчества, которое держится более-менее на плаву, на виду, и еще огромное количество маленьких отдельных разрозненных кусков, там они не такие, может быть, мейнстримовые, очевидные для широкой публики и так далее, но, ну, то есть вот есть, например, вот из стиля Артема, что-то вдвинуто в сторону там постпанка, дарквейва и так далее, есть много групп относительно, которые просто существуют по отдельности. Ну и чем таких проектов больше, чем больше они там дают концертов, записывают треков, тем больше вероятность, что все это когда-нибудь срастется во что-то такое, что можно будет назвать со стороны вот белорусской музыкой, там, белорусской сцены и так далее. Ты веришь в то, что это может все же сдаться? Ну, просто по капельке. Ну, любая, ну, там, везде, в любой стране, даже в той же Англии передовой с точки зрения музыки, там когда-то было очень все тухло, там, ну, это было в 60-х, ну и так далее. Ну, я имею в виду с такой какой-то независимой музыкой. Вот. Я верю в светлое будущее. Ну, в смысле, у меня нет выбора, я выбрал свой путь музыканта, и я рад, когда появляются какие-то проекты, которые мне по вкусу, или которым я просто отдаю должное, и вот проект Артема один из таких. То есть и по вкусу я отдаю должное. Очень приятно слышать. Наколькі канцэптуальная музыка запатрабаваная зараз? Вось хто вас слухае? Колькі людзей? Вообще разные люди. Супер разные всегда, и это всегда сюрпризы какие-то. То есть там в духе был один парень, который мне писал, который страдал наркоманией, не знаю, что с ним сейчас. Но это было пару лет назад, и он думал, что я делаю какой-то такой очень концептуальный хаос, вот что-то в этом духе, и говорил, что ему помогает. Или, например, была девушка из Казахстана, которая там страдает тоже там от каких-то проявлений негативных социума и очень сильно страдает. Она тоже писала, что вот классно, все очень нравится. Ей в духе там 35 лет.
То есть это всегда очень разные люди, и это всегда что-то, ну, что может удивить. Или вот, например, там, свой первый лайв я играл в Санкт-Петербурге на фестивале «Хрущевка». Вот. И туда пришел какой-то дедушка, которому на вид, ну, лет 70, с палочкой. Он стоял перед сценой и размахивал палкой. И тусовался, как ему было хорошо. Еще есть парень, который наколол у себя на ноге обложку Да, есть. последнего Такой парень, да. трека Артема. Тоже меня очень сильно удивил. То есть я выкладываю песню, там проходит 3-4 дня, и в комментарии прилетает сообщение. Вот настолько это крутой трек, и фотография там ноги, и там обложка. И я такой, Класно. ну Да, ладно. очень ответственно начинаешь сразу подходить. Да. Супер. У такім випадку можна чакаць у гэтым годзе ўсё ж альбома? Ці яшчэ на 4 гады Абсолютно точно в этом году. будзе? Я Да. прослежу, он надоел уже. Не, на самом деле, ну, он уже, скажем так, на завершающей стадии. Просто самая, наверное, большая часть будет, почему он затянется еще там на некоторое время, это разобраться с тем, где он выйдет, вот, и как он выйдет там. Потому что там есть варианты. Окей, дзякуй вялікі, што да нас завіталі. Я нагадаю, што гэта музычная рубрика, такого вы не чулі. Нашымі гасцямі сёння стаў праект You Head, Артём Ставер і Альберт Літвін. Шчасліва.